Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол, бунты 17 века, развитие культуры и образования, вхождение Якутии в состав России, здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине.
Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом быте и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас!
Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. Доброе утро, уважаемые организаторы, участники и приглашенные. Сегодня стартует деловая программа всероссийского проекта «Этник. Стратегия в практике» в Республике Саха-Якутия. Проект направлен на укрепление и сохранение межнационального мира и согласия посредством разработки прикладных механизмов реализации стратегии государственной национальной политики с учетом индивидуального вектора развития этнокультурных некоммерческих организаций в регионах, укрепление экспертного сообщества и расширение практики межсекторного взаимодействия. Организатором проекта выступает автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям в партнерстве с Федеральным агентством по делам национальностей с использованием гранта Президента Российской Федерации. По итогам проведения проекта будут разработаны рекомендации по прикладным механизмам реализации стратегии государственной национальной политики. В течение 2022 года в рамках проекта были проведены очная стратегическая сессия с участием 20 экспертов и 8 стратегических онлайн-сессий по федеральным округам. Участниками стали 988 представителей от регионов России. В текущем году с февраля по май месяцы проходят выездные деловые программы с участием ведущих федеральных и региональных экспертов. Деловую программу сопровождает стажировка лидеров этнокультурного сектора, позволяющая обменяться полезным опытом деятельности. Имея богатое культурное наследие и продуктивную по данному направлению работу, Республика Саха-Якутия вошла в 8 регионов по проведению деловой программы и стажировки лидеров этнокультурного сектора всероссийского проекта «Этник». Проект имеет высокую социальную значимость и актуальность. Мы рады приветствовать наших почетных гостей, участников деловой программы «Этник. Стратегия в практике». Словами приветствия открывает нашу программу начальник отдела Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Российской Федерации Колобанов Александр Николаевич. Внимание на экран. Добрый день, уважаемые друзья, участники совещания, участники стажировки, проводимой ресурсным центром в сфере национальных отношений. Приветствую вас от имени Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Российской Федерации.
Мероприятие, в котором вы участвуете, имеет огромное значение для реализации государственной национальной политики как на региональном, так и на местном уровнях. Особенно приятно, что оно проходит в гостеприимной республике Саха-Якутия, которая славится своим гостеприимством, своим умением и знаниями в реализации государственной национальной политики, поддержке культур, языков народов Российской Федерации, прежде всего, конечно же, проживающих на территории республики. Тема вашего семинара – это реализация государственной национальной политики. Самый главный документ в этой сфере – стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Стратегией провозглашены цели, задачи, основные направления реализации национальной политики. И вы все, как никто другие, понимаете, насколько важен этот документ. Особенно в наших сложных внешнеполитических условиях, когда Российская Федерация должна реализовывать цели и задачи национальной политики в условиях сложной, я бы сказал, даже местами враждебной международной обстановки. Именно поэтому стратегия государственной национальной политики в текущем году будет претерпевать изменения. Будут подготавливаться коррективы в стратегии государственной национальной политики, связанные прежде всего с вхождением в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации. Поэтому думаю, что идеи и предложения, которые прозвучат у вас в ходе семинара, будут обязательно востребованы при подготовке таких изменений. Российская Федерация всегда с большим вниманием и заботой относится к языкам и культуре коренных народов Российской Федерации. Не случайно по этой причине Российская Федерация первым государством-членом Организации Объединенных Наций приняла решение о проведении в нашей стране международной десятилетия языков коренных народов, и первая из государств мира утвердила такой план на 10 лет. Он реализуется у нас уже с прошлого года, и ряд успехов и успешных достижений в этом отношении уже. О стратегии государственной национальной политики и основных направлениях ее реализации нам расскажет директор автономной некоммерческой организации, ресурсный центр в сфере национальных отношений, член комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России, Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, наш почетный гость Евгения Абрамовна Михалева. Спасибо. У меня здесь есть кликер, надеюсь, я с ним справлюсь. Дорогие друзья, это мне не нужно. Я буду немножко бегать перед аудиторией. Я люблю всех видеть и со всеми общаться, поэтому очень большая просьба. Если я вам буду закрывать экран, говорите об этом нечестно. Не стесняйтесь, чтобы вам было видно и чтобы вы могли тоже посмотреть какие-то основные моменты, которые были бы для всех, для нас полезны. Итак, почему же все-таки мы так активно призываем некоммерческие организации принимать участие в реализации стратегии государственной национальной политики? Начнем с самого начала. Вы знаете, дорогие друзья, что по последней переписи населения у нас в России есть 194 народа. В том числе 47 коренных малочисленных народов, 277 языков и так далее, и так далее. И мы понимаем, что в такой многонациональной, поликонфессиональной стране некоммерческие организации должны активно участвовать в процессе реализации стратегии госнацполитики. Потому что когда так много народов, много религий, много различных представлений, всегда есть возможность, есть кто-то, кто захочет немножко раскачать нашу общую лодку. Вы сами знаете, мы все вместе, мы в одной лодке. И если кто-то ее раскачивает, межнациональные отношения всегда очень сильно влияют на настроение в обществе, на ситуацию в обществе, влияют на стабильность обстановки. Почему? Потому что межнациональный конфликт, он очень раскачивает ситуацию.
И если этнокультурные организации умеют работать с этой тематикой, если умеют с ней справляться и умеют правильно давать информацию, взаимодействовать со своей целевой аудиторией, если органы госвласти простраивают эффективные отношения с некоммерческими организациями, то гораздо меньше возможностей дестабилизировать ситуацию. То есть глобально, работая на гармонизацию межнацотношений, на участие в реализации стратегии госнацполитики, мы работаем на стабильность и успешность и процветание нашего общества. И нельзя никогда об этом забывать. Мне иногда люди говорят, ну что такое гармонизация межнациональных отношений? Красивые слова. Ничего подобного. Работая в этой сфере почти 30 лет, 29 лет я работаю в этой сфере, я знаю, как может поступок, слово, неудачное действие спровоцировать какие-то очень серьезные последствия. Как и у врачей, как и учителей. Нам главное никогда не навредить, а работать на пользу и на то, чтобы наше общество, я сказала, было стабильным и успешным. Этим мы и занимаемся. Напомню вам, на несколько секунд даже отойду в стороночку, напомню вам цели государственной национальной политики. Вы их видите на экране. Кстати, презентация, которую я показываю, она есть у организаторов, она есть у наших партнеров в Республике Саха-Якутия. И, конечно же, вы можете эту презентацию и посмотреть дополнительно, если кому-то очень понадобится, и заполучить с точки зрения именно просмотра. Итак, цели государственной национальной политики – это укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности. Развитие демократических институтов, это понятно. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации. Обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина. Вы можете посмотреть и дочитать какие-то вещи, я не буду все зачитывать, но вы понимаете, это конституционное право каждого человека. Сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества. Вы слышите об этом регулярно по телевизору, но очень важно, чтобы действительно мы понимали с вами, что с этим серьезно нужно работать. И есть направления, по которым мы можем достичь такого результата. Мы сейчас о них поговорим. Гармонизация, то, что я только что говорила, гармонизация межнациональных, межэтнических отношений, недопущение конфликтов и так далее. Успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан. Это ключевые цели государственной национальной политики. По каким направлениям мы можем достигать? Каким образом мы можем достигать этих светлых целей? Мы должны, естественно, укреплять общероссийскую гражданскую идентичность и использовать при этом, опираться на духовно-нравственные ценности, о которых мы уже сказали. Обеспечение реализации конституционных прав человека, мы говорили об этом, и гражданина, и мы понимаем, что гарантом как и Конституции, так и реализации стратегии государственной национальной политики является президент Российской Федерации, который подписал указ о реализации стратегии государственной национальной политики. Собственно, указ о реализации стратегии – это указ президента. Ой, извините, я поторопилась, секундочку. Да, укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации, сохранение языкового многообразия и этнокультурного многообразия нашей страны – это те направления, в которых мы должны работать. Дальше обратите внимание, кстати, и здесь это слово можно добавить, слово «обеспечение» является ключевым. Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизация межнацотношений. Что значит обеспечение? Это значит, что нужно продумать все необходимые ресурсы, продумать, каким образом это простраивать. Обеспечение – это возможность, чтобы это достичь. Я сейчас вам приведу примеры. Еще. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики. Скажите, пожалуйста, а что это за социально-экономические условия? Подскажите, может быть, кто-нибудь знает? Я думаю, знает каждый здесь, кто раз хотя бы в чем-то участвовал. Что такое за социально-экономические условия реализации стратегии госнацполитики? Как вам кажется, коллеги? А? Скажите. Не надо бояться. Вы сказали что-то, Юль? Скажите в микрофон.
Ну что, как поддержка со стороны государства? Поддержка. Какая поддержка? Вот, спасибо. Финансовая поддержка или материальная поддержка со стороны государства, и не только государства, это обеспечение социально-экономических условий, конечно же, потому что без этого тоже все это невозможно реализовать. Это серьезное направление государственной национальной политики. И вы обратите внимание, это слово «обеспечение», оно очень важное. Я потом вам приведу один очень любопытный пример обеспечения социально-экономических условий. И вы, может быть, если вы не знали раньше, вы получите новую полезную информацию. Обеспечение условий для сохранения и развития русского языка как государственного языка, языка межнационального общения, языков народов Российской Федерации. Тема языков, она очень тонкая. Вы сами знаете, я думаю, не надо вам рассказывать. Тема языков вызывает большие споры, и это серьезная тематика, и ее нужно и продумывать, и проводить проекты. Вот я вчера была на мероприятии на этнокампусе, да? Я видела, что тема языков – это серьезная тема, поддерживается которая… Мероприятие проходило в Доме дружбы народов Кулаковского, это очень здорово, но оно всячески было поддержано и органами государственной власти. И вот это взаимодействие в языковой тематике является одним из ключевых и серьезных очень. Значит, совершенствование государственного управления. Я хочу сказать, что… культурное, я пропустила, обеспечение условий для социальной и культурной адаптации мигрантов, причем мигрантов не только трудовых, но и академических. Знаете, что академические мигранты – это студенты, приехавшие из других государств, которые обучаются в Российской Федерации. И совершенствование государственного управления. Если вы читали стратегию госнацполитики, вы видели, сколько внимания уделяется повышению профессиональных компетенций людей, которые работают как в органах государственной власти в сфере реализации стратегии государственной национальной политики. То есть большое внимание серьезно уделяется повышению профессиональной компетенции и обогащению знаний именно чиновников. И это очень важная тема. Это очень серьезная, потому что, чтобы эффективно это простраивать, нужно повышать компетенции. Но, может быть, многие слышали, что Магомед Салам Магомед Алиевич, выступая на нескольких трибунах, на нескольких площадках в Москве, говорил о том, что стратегию сейчас, учитывая изменения ситуации, стратегию надо менять. Коллеги, скажите, и он обратился к залу и сказал: коллеги, какие изменения? Продумайте, дайте свои рекомендации. И, естественно, все, что мы вам здесь рассказываем, и все, что мы сегодня на круглых столах будем обсуждать, то, что будет являться предложениями в стратегию госнацполитики, мы, естественно, дадим свои рекомендации. Мы не собираемся создавать новую стратегию, но, конечно же, рекомендации мы можем и должны дать. И это очень важно. Вот чего мне не хватает в стратегии. Обратите внимание на следующий пункт. Обеспечение участия институтов гражданского общества в реализации целей и задач государственной национальной политики. Вот мне кажется, что этот момент прописан все-таки еще недостаточно. И мне кажется, что было бы здорово, если бы в новой, это пример просто, если бы в новой версии стратегии госнацполитики было бы прописано и не только для представителей органов госвласти, но и для некоммерческих организаций повышение профессиональных компетенций, расширение кругозора в тех или иных сферах деятельности и так далее, и так далее. Если этот момент найдет отражение в стратегии, мне кажется, мы сможем построить системную работу, потому что, с моей точки зрения, очень многим лидерам, активистам этнокультурных организаций не хватает каких-то базовых знаний, которые очень нужны. И если бы еще это обучение иногда шло совместно с представителями органов госвласти, то это, мне кажется, усиливало бы межсекторное взаимодействие. Это был бы дополнительный момент серьезный. Информационное обеспечение. Кому-то надо объяснять важность информационного обеспечения. Это на поверхности, это ясно. И развитие международного сотрудничества, кстати, в первую очередь на площадках народной дипломатии. Когда люди встречаются между собой, обсуждают какие-то вопросы, вы знаете, что одним из вызовов современности является то, что на дипломатическом уровне сейчас очень сложно транслировать какие-то вещи. А вот на человеческом, от человека к человеку, очень нужно, очень важно и, мне кажется, является таким залогом успеха.
Два слова буквально, не буду подробно рассказывать. Здесь есть такая табличка, сделанная ФАДНом, Федеральным агентством по делам национальности. Вот таким образом у нас устроена система управления в сфере реализации госнацполитики. С одной стороны, я говорила, это президент, который и подписывал указ, и контролирует процесс реализации стратегии госнацполитики. Естественно, что есть администрация президента Российской Федерации, и там есть специальное управление по внутренней политике, которое курирует эти вопросы. Вы видите, что как орган такой, во многом институт гражданского общества, но не только. Есть Совет при президенте по межнациональным отношениям, который, кстати, поддерживает наш проект, потому что видит значимость и важность выявления новых подходов к реализации стратегии. И я хочу сказать, что Совет при президенте, по сути дела, это, говорю, институт гражданского общества. Это люди, лидеры общественного мнения в сфере реализации стратегии госнацполитики, в сфере национальной политики нашей страны, которые дают полезные советы и администрации президента, и президенту рассказывают о том, как реализуется стратегия госнацполитики. С другой стороны, вы можете посмотреть справа, есть, конечно же, органы исполнительной власти, я вижу, что я кому-то уже перекрыла экран. Органы исполнительной власти – это правительство Российской Федерации, где есть специальный заместитель, который курирует, заместитель председателя правительства Чернышенко, который курирует эту работу, координирует работу с федеральными органами исполнительной власти. Есть в аппарате правительства Департамент культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Российской Федерации, и внутри департамента есть отдел национальной политики, который возглавляет Александр Николаевич Колобанов, который только что нас приветствовал. Он занимается именно этой темой давно и предметно, еще с времен, когда у нас было Министерство регионального развития, являясь серьезным специалистом в этой сфере. То есть это не случайные люди, это люди, которые много лет работают серьезно в этой сфере. Есть при правительстве есть межведомственная рабочая группа по вопросам межнацотношений. Что это за межведомственная группа? Это просто группа, которая объединяет представителей разных федеральных министерств и ведомств, которые работают так или иначе, касаются национальной политики. Но, конечно, больше всех национальной политики касается конкретное ответственное ведомство, которое называется Федеральное агентство по делам национальности. И оно именно курирует непосредственно работу в регионах и курирует, как мы видим с вами, помимо федеральных органов госвласти, курирует именно в первую очередь органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и так далее. Скажите, схема простая, понятная? Конечно, достаточно простая схема. Вопрос, как ее делать более эффективной и как в ней больше задействовать институты гражданского общества, это то, над чем мы работаем. А вот это пример обещанный, если вы обратите внимание. Посмотрите, пожалуйста. Эта таблица тоже составленная Федеральным агентством по делам национальности. Они решили проследить, как происходит динамика некоторых процессов. И здесь есть одно очень интересное наблюдение. Но мы видим, что уровень общероссийской гражданской идентичности, они делали это в конце 21 года, поэтому я за 3 года привожу. Сейчас они сделают по 22 году, мы добавим. Посмотрите, уровень гражданской идентичности растет. Уровень доли граждан из числа коренных малочисленных народов, которые удовлетворены тем, что происходит, какие проводятся мероприятия, тоже растет. Количество участников мероприятий тоже направлено на развитие коренных малочисленных народов. Мы видим, там тоже есть некоторый рост. А я хочу обратить ваше внимание на 3-ю строчку. Обратите внимание, прочерк 481 1402. Это называется мероприятие федеральных национально-культурных автономий. И вот здесь самый интересный вопрос. Что случилось? В 2019 году что, не работали автономии? Будьте спокойны, работали, просто не было мониторинга. А теперь 20 и 21. Как вам кажется, почему? Может быть, у вас есть версия, почему у национально-культурных автономий произошел такой скачок по количеству мероприятий? Есть версии какие-то? И с перепугу национально-культурной автономии начали проводить миллион мероприятий. Нет.
В 2020 было мало, потому что был ковид, и возросло, когда ковид закончился. Спасибо большое. Это одна, я просто не поняла вас сразу. Это одна из причин. Кстати, ковид научил нас очень важному делу. Я не говорю молодых ребят, студентов, я говорю более старшее поколение, научил жить в интернете. И проводить мероприятия, когда нельзя встретиться в онлайне. Это же очень важная история. Я согласна, что сначала был ковид, потом стало больше мероприятий можно проводить. Я согласна. А что еще может явиться причиной? Да. Жалко, что у нас никто микрофон никому не дает, поэтому буду я работать микрофоном. Ну, наверное, то, что начались санкции, и нужна была наша самоидентичность и сплоченность наших народов. Началась работа на сплоченность из-за санкций, я согласна, это тоже сработало. Еще какой момент хотели указать? Вы говорили, кто говорил? Финансовая поддержка. Коллеги, появилась финансовая поддержка. Я сейчас объясню, что это такое. Вы мне скажете, ну что вы, работал же фонд президентских грантов. Да, фонд президентских грантов работал. Работал, естественно, выделял деньги, но не было целевой помощи на национально-культурной автономии. А именно в 2021 году появилась субсидия, она еще в 2020 появилась, но активно стала работать в 2021. 2021, 2022, 2023. Появилась субсидия Федерального агентства по делам национальности именно на федеральной национально-культурной автономии и другие организации, которые участвуют в реализации стратегии госнацполитики. Но автономия имеют абсолютный приоритет, потому что федеральное агентство сейчас даже ведет реестр федеральных национально-культурных автономий. Конечно же, появилась субсидия, люди активизировались и стали проводить больше мероприятий. Это я про социально-экономическую поддержку, правильно, о которой мы говорили. Но я, хотите, расскажу еще один страшный секрет. Вот это вы можете не знать. У Федерального агентства по делам национальности есть дочерняя организация, которая называется «Дом народов России». Слышали про такую? Дом народов России в Москве выделил целый ряд комнат, по одной, две, три комнаты, но в основном одна-две комнаты на каждую отдельную федеральную национально-культурную автономию. И национально-культурные автономии впервые оказались в одном помещении. То есть рядышком, дверки рядом. И некоторые увидели, ну мы что-то проводим, ну и ладно, думали они. И вдруг они увидели, что с ними в соседней комнате сидит очень активная автономия. И они думают, господи, что же мы хотим выглядеть хуже всех? Момент соревнований, он очень хороший и полезный. Я хочу сказать, что, например, мы знали все, что очень активно работает, например, автономия российских немцев. Очень активно работает автономия белорусов. Очень активно работают там автономия армян. Очень много разных активных автономий. И есть автономии, о которых мы ничего не знаем, особенно федеральные. И, например, я знала, что прекрасная автономия есть у курдов России. Вы слышали, может, федеральную автономию курдов? Могли не слышать. Почему? Потому что они совершенно ничего о себе не говорили. Они проводили мероприятия, но не использовали информационный механизм. И о них не знали, но когда они увидели, что рядом сидит кто-то и работает очень активно, и о нем все знают, им стало тоже обидно. Что сразу у них появилось? Появился телеграм-канал, очень интересный, творческий. У них моментально появились активные проекты в соцсетях. Они моментально начали придумывать творческие проекты и так далее. И сейчас все знают, что автономия курдов работает очень хорошо. Это хорошая история, когда люди видят друг друга и не соревнуются на уровне, почему ему дали деньги, а ему не дали деньги. Соревнуются именно на уровне, чтобы программы были лучше, интереснее и эффективнее. Вот это хороший пример именно про социально-экономическое развитие. И два слова о проекте «Этник». Значит, проект «Этник» – это не первый. Многие, я слышала в зале, сидят ребята говорят, что такое «Этник»? Это что, этнический, что ли? Хотите, скажу страшный секрет? Когда мы придумывали это название, конечно же, мы сыграли на слове «этнический». Но название абсолютно было не про это. Оно этнический не является основным словом только здесь. Хотя, конечно, этническая тематика для нас ключевая. Вы обратили внимание, что в слове «этник» большая буква «Н». Этник – это этнический ник.
Знаете такой ник в интернете? Это этнический образ. Как нас видит целевая аудитория, как нас люди воспринимают, что они про нас думают, как повысить привлекательность наших организаций для нашей целевой аудитории. Наш первый проект «Этник», реализованный 4 года назад, сейчас вот «Этник. Стратегия в практике» – это уже 4-й проект «Этник», который, по сути дела, видите, является уже брендом. Первый проект был посвящен, конечно же, брендированию некоммерческих организаций, как о себе говорить, как себя подавать, как работать с людьми и так далее. Второй проект «Этник» был посвящен у нас проведению массовых мероприятий. Как сделать их запоминающимися? Это был проект «Этник продвижения». Как из мероприятия сделать событие в жизни людей. Третий проект «Этник» назывался «Этник. Ресурсное сообщество». И тут мы сделали то, чем я реально горжусь, потому что здесь в зале присутствуют люди, которые во многом влились в наш коллектив благодаря этому проекту. И я хочу сказать, что очень много в проекте принимала участие и теперь стал уже экспертом нашим, работающим на федеральных проектах и программах, Марина Борисовна Нургалиева, которая будет выступать из находки. Марина Борисовна, помашите лапкой людям. Вот, Марина Борисовна, это очень активный участник. Может, похлопаем, а? Да, спасибо большое. Марина, спасибо большое, Марина Борисовна. Люди пришли к нам в проект не потому, что они что-то не знали или что-то не представляли. Эти люди, эксперты, были в своих регионах, в своих городах, но им хотелось продвигаться и развиваться. Наша задача проекта «Этник. Ресурсное сообщество». А вы знаете, что ресурсное сообщество, вообще сообщество, сейчас это вызов современности. Потому что люди одни не смогут перевернуть мир и сделать его лучше. А вместе, в сообществе, это такой серьезный вызов. Люди достигают больших результатов. И вот мы сделали ресурсное сообщество. Вы все знаете Владимира Юрьевича Зорина. Знаете много других, там Ирину Владимировну Галанову, знаете, известных федеральных экспертов. Но есть очень сильные эксперты в регионах, и в Якутии тоже, кстати, о которых, может быть, и не знали, которые о себе не знали, как сказать, чтобы выйти на межрегиональные и федеральные мероприятия. И наш проект именно про объединение экспертов из различных регионов Российской Федерации. И, кстати говоря, у нас благодаря этому проекту участвовали активные ресурсные центры, и ресурсный центр Дома дружбы Кулаковского, которым занималась Татьяна Васильевна Парникова, которая присоединилась к нашим проектам, и благодаря этому проекту Екатерина Егорова присоединилась к нам тоже. Екатерина здесь или она убежала куда-то? Наверное, выбежала куда-то. Но вы Екатерину Егорову, я думаю, сами прекрасно знаете. Я просто хочу сказать, что здесь у нас в зале много людей, которых тоже объединяет вот эта наша совместная работа в проектах. И я буду рада, если вы тоже будете подключаться. Я думаю, цель вы уже все прочитали. Я говорила много раз про социальную стабильность. Наша цель про социальную стабильность нашего общества и расширение экспертных возможностей и практик межсекторного взаимодействия. И задачи я не буду зачитывать, вы на них сейчас радостно посмотрите. Я думаю, что это и разработка вот как раз прикладных механизмов, и написание рекомендаций, подготовка материалов, которые мы собираемся издавать, и укрепление межсекторного взаимодействия, и информационный механизм. Это все задачи нашего проекта. Изначально проект «Этник. Стратегия в практике», я говорила, он был посвящен именно повышению стабильности общества через разработку прикладных механизмов реализации стратегии госнацполитики. Но именно с учетом индивидуального развития этнокультурных организаций, индивидуального вектора развития этнокультурных организаций в различных регионах России. Потому что то, что важно для Якутии, может быть, не так важно в каком-то другом регионе. Или то, что важно, например, в Архангельской области, может быть, не так важно в Якутии. Но учитывать это необходимо. Без учета особенностей регионов мы тоже не сможем эффективно продвинуться вперед. Екатерина Егорова к нам присоединилась, можно на нее посмотреть. И даже ей похлопать.
Вот, дорогие друзья, основные мероприятия проекта «Этник», я думаю, вы уже прочитали. Мы провели встречу наших экспертов, которых нашли в рамках проекта «Этник. Ресурсное сообщество». Провели встречу экспертов, разработали прикладные механизмы реализации стратегии, наши рекомендации. Потом опробировали их на 8 стратегических сессиях в онлайне, которые, как справедливо сказала Татьяна Николаевна, посетила вживую только 988 человек. Это те, кто был прямо вживую в онлайне, а не смотрел это в записи. И на стратегических сессиях люди давали свои рекомендации, идеи по доработке прикладных механизмов. И это очень важно и хорошо. Провели, значит, мы эти 8 онлайн-сессий в 8 федеральных округах. Потом мы уже провели еще рабочие встречи и все еще раз обсудили. И только после этого, с февраля месяца, мы начали активно ездить по регионам и рассказывать во всех субъектах, рассказывать во всех, федеральных округах о том, какие есть механизмы повышения эффективности реализации стратегии. И мы активно об этом рассказываем вот в наших выступлениях. И плюс еще, дорогие друзья, мы очень много говорим о стажировках, потому что я не сказала еще об этом, но в рамках нашего проекта идет первая в истории этнокультурного сектора стажировка лидеров-активистов национальных организаций. Причем мы собираем заявки, очень серьезно выбираем людей, прорабатываем эту тему. И я сегодня чуть позже представлю наших прекрасных стажеров. Они здесь присутствуют из Иркутской и Новосибирской областей, из Сибирского федерального округа. Мы будем активно тоже и много об этом говорить с вами в дальнейшем. И, соответственно, у нас пройдут сейчас стажировки, у вас уже 6-я, есть еще 7-й и 8-й регион. У нас прошли уже стажировки, соответственно, в Архангельске, Саратове, Ставрополе, Ярославле, Иркутске, Якутске, началось только, и впереди еще у нас Волгоград и Екатеринбург. То есть у нас очень много серьезной работы. Коллеги, подключайтесь. И у нас в июне пройдет 6-я общероссийская, 4-я, я уже хорошо сказала, прочитала с другой стороны, 4-я общероссийская конференция устойчивого развития этнокультурного сектора, на которой мы расскажем о стажировках, расскажем о выездных деловых программах, обобщим опыт и представим прикладные механизмы реализации стратегии госнацполитики. В июне месяце, 15 и 16 июня в Общественной палате, для общей информации. И, коллеги, а теперь самое интересное. Проработали QR-коды такие, чтобы они у нас были. Значит, хотите знать всю самую свежую информацию о тех важных делах, о которых я рассказывала, вы можете сейчас воспользоваться, я вижу, все активно пользуются, воспользоваться QR-кодом нашего сайта и знать, где наш сайт, и брать эту информацию. Дальше вы можете подписаться на наш телеграм-канал, и тогда всю информацию вы будете получать очень оперативно. В телеграм-канале у нас проходят все новости, чтобы вы это дело не пропустили. Я отойду, чтобы никому не мешать. И это, я думаю, что я оставлю этот слайд на несколько минут потом, когда я закончу выступать. И у нас есть, просто чтобы вы знали, очень хорошие странички, полезные, образовательные в Ютубе и Рутубе. У нас активная группа ВКонтакте и группа в Одноклассниках. А QR-коды я возвращаю. Можно на них посмотреть. Большое спасибо, дорогие друзья. Я думаю, мы сейчас еще продолжим наше с вами эффективное общение. И у нас после перерыва, когда потом уже будет попозже, у нас будет кофе-пауза, после нее, когда мы разделимся на 2 круглых стола, мы сможем отдельно поговорить и о межсекторном взаимодействии, очень серьезно. И как раз там мы сможем узнать ваши рекомендации, ваши полезные идеи. И 2-й круглый стол будет, собственно, посвящен тем прикладным механизмам реализации стратегии, о которых я говорила. Подумайте, куда вы хотите пойти. Я надеюсь, что вам хватит мужества продержаться с нами все время. И Татьяна Николаевна будет об этом говорить. А для самых активных участников, для одного вообще потрясающего участника, у меня даже есть специальный ресурсный подарок. Секрет. Спасибо большое.
Большое спасибо, Евгения Абрамовна, за очень содержательное и интересное выступление. Приглашаю к микрофону директора муниципального бюджетного учреждения культуры, музейно-выставочный центр города Находка, руководителя Центра социальных инноваций в сфере культуры «Инцентр», эксперта проекта «Этник» Марину Борисовну Нургалиеву. Работает микрофончик? Да, давайте я вам, Марина Борисовна. Мне немножко сократиться или хватит времени? Если что, вы меня предупредите. Хорошо. Дорогие друзья, я хочу вас всех поприветствовать с берегов Тихого океана, потому что я летела к вам 3 часа с города Находка, ну, с Владивостока. Вы все хорошо знаете, да, этот город. А вот 3 часа от Владивостока находится Находка. Всех приглашаю к нам. И так здорово, что вот на площадке деловой программы в Якутске собрались вот и вы, представители этнокультурного сектора, и мы с разных регионов нашей страны. Зачем? Почему? А потому что нам важно, как практикам, понять, как вот эту вот стратегию, которую Евгения Абрамовна Михалева сегодня так прекрасно изложила, как ее воплотить в жизнь, через какие механизмы, через какие рабочие инструменты. И вот этому посвящен наш проект «Этник. Стратегия в практике». Стать более эффективными. Такая задача стоит перед многими этнокультурными организациями, которые вот сегодня мы с вами представляем. Я работаю как в этнокультурном секторе, так и вот являюсь сотрудником учреждения культуры. И многие годы мне все время хотелось понять, как же этнокультурным организациям выйти на новый уровень. Очень благодарна, что вот ресурсный центр в сфере национальных отношений занялся этой проблемой просто вплотную. И мы проводим очень большую работу по, во-первых, по и разработке прикладных механизмов, и по тому, как вот донести до регионов наш опыт. Да. Перед нами принципы деятельности этнокультурных организаций, и очень важно, чтобы эти 4 пункта мы всегда держали перед глазами. Первое, мы должны обязательно соответствовать всем нормативно-правовым актам. Это сейчас закон времени и необходимость в нашей работе. С этого нужно начинать. Нам нужно всегда системно планировать нашу деятельность, и иметь долгосрочные планы и краткосрочные. Нам необходимо выстраивать командную работу внутри нашего сектора. Вы знаете, как много зависит от команды, человеческого фактора. И последний, нам нужно синхронизировать теоретические знания и постоянно свой проектный опыт, практический опыт анализировать, применять инновационные подходы. И вот быть все время в каком-то, знаете, состоянии, когда мы и учимся, и работаем, и все это анализируем, и переводим в какую-то инновацию. Благодаря тому, что мы провели онлайн-сессию в Москве, а потом еще не онлайн, очную сессию, а потом были онлайн-сессии по регионам, команда проекта разработала прикладные механизмы, которые, ну, каждый может называть по-своему. Рабочие инструменты, да, какие-то такие вот практические формы, которые вам помогут в вашей практической деятельности. Их всего 6. И сегодня на круглом столе мы проведем небольшой тренинг по тому, как эти механизмы можно использовать в своей повседневной жизни. То есть на самом деле это не теория, это уже методика, которой можно пользоваться. И мы уже начали это делать. Итак, первое. Анализ и дополнительная проработка организационно-планирующей документации этнокультурного сектора. Да? И что необходимо? Документацию привести в порядок, изучить все федеральные документы всех уровней, посмотреть, насколько это отражено в ваших документах. Нам необходимо учитывать опыт и современное состояние российского общества. Нам нужно все время смотреть, как меняется быстро мир, как нам тоже в этом мире развиваться и что не пропустить, чтобы всегда быть на плаву, всегда быть популярными и актуальными. Особенно в работе с молодежью. Нам нужно включать в план работы те праздники, которые являются значимыми в рамках масштабе всей страны. Ну, вы, наверное, какие-то можете мне назвать, какие праздники важны вот для всей страны?
День народного единства, да, допустим, День Победы, конечно. Ну а здорово, что мы еще вот и региональный праздник застали, День Республики, да. Теперь я точно знаю, когда это происходит. Тоже, может быть, мы будем делать какой-то партнерский проект и у себя в Находке, в Приморском крае, рассказывать о культуре Якутии именно в этот день. Я думаю, что это будет очень здорово, вот именно вот такое межрегиональное взаимодействие. Очень важно прорабатывать вот в части этнокультурного и этноконфессионального многообразия не допускать вот какую-то нетерпимость религиозную, да, и стараться способствовать вот миру и согласию на территориях. Вот эти презентации, они будут доступны, они доступны будут на сайте ресурсного центра, и вы можете взять эти презентации себе в работу и провести свои какие-то круглые столы у себя в организациях, чтобы это все проработать. Дальше очень важно планировать и выстраивать модель межсекторного взаимодействия и партнерства. Вот Евгения Абрамовна рассказывала о том, как в разных комнатках селились автономии. Я уверена, что у них потом начались уже какие-то совместные проекты. Да, и они вместе стали объединяться и даже запрашивать, может быть, финансирование на какие-то более масштабные, да, проекты, и это дает всегда развитие. Вот по себе знаю, когда начинаешь... Желание федерального агентства как раз объединяться в проект. Да, это очень здорово, поэтому вот сегодня мы здесь, кто готов вот сотрудничать с Иркутской областью, с Новосибирской областью, с Приморским краем, подходите, давайте делать какие-то межрегиональные проекты. Второй механизм. С первым все понятно, да, более-менее, но мы еще на круглом столе закрепим. Второй. Создание систем и алгоритмов межсекторного взаимодействия, в том числе. Это все, что касается того, что вам необходимо работать с экспертным сообществом, с научным сообществом, да, с этнокультурным, с носителями коренной культуры, с бюджетными организациями. То есть это тоже вас очень сильно обогащает. Каким образом работать? И тут дается прям механизм. Подписывать соглашения, общаться, проводить совместные мероприятия. И тогда и вас будут знать лучше через ваших партнеров. Ой. Да, третий механизм – это актуализация форм, методов работы и имеющегося методического материала, используемых в деятельности, в том числе. Опять-таки, мы отсылку делаем на то, что необходимо постоянно использовать имеющиеся наработки. И вот то, что стажировка проходит, это очень здорово. Когда мы учимся на опыте друг друга, используем какие-то методики. И мы тоже делимся своей методикой, которую разработали именно для всех. Что нужно? Профильных специалистов активно использовать, если вам такие нужны. Нам важно привлекать экспертов разного уровня, местный, региональный, федеральный. Это очень усилит ваше мероприятие. И я так понимаю, что ресурсный центр в сфере национальных отношений целый пул таких экспертов, практиков уже сформировал. И можно даже приглашать из разных регионов, чтобы вот, участвовать в ваших мероприятиях. Ну и, конечно, самим пробовать свой успешный опыт оформлять в какую-то методику. Поэтому тот конкурс, который существует вот, в ресурсном центре национальных отношений успешной практики, это тоже очень хороший опыт. Итак, четвертый прикладной механизм. Мы с вами системно анализируем, мониторим деятельность организации. Это очень важно, когда после мероприятия или после года работы вы делаете анализ и некую работу над ошибками. Пятый механизм. Мы повышаем условия профессиональных компетенций руководителей актива. Но об этом, наверное, вы понимаете, что обучение это важно и лидеру, и команде. И шестой, последний механизм – медиасопровождение деятельности этнокультурной организации. И здесь тоже то, что мы предполагаем. Но вот сегодня был прекрасный, знаете, мастер-класс того, как был организован пресс-подход. Я уже вот в соцсетях у себя, найдите меня, кстати, ВКонтакте, Марина Нургалиева. Я буду активно всю стажировку освещать. Каждый день по нескольку постов буду посвящать дорогой моей любимой Якутии. И отправляю все свои репортажи Анжелике
Засядько, которая в Москве, находясь, будет активно рассказывать о том, что происходит в Якутске. Это же, представьте, как здорово, да? Вот через наши мероприятия многие регионы, а мы ссылки о трансляции отправили везде, во все возможные источники, чтобы все увидели, чем живет Якутия, а вам действительно есть чем гордиться и есть чем позавидовать. Ну вот я закончу, наверное, про механизмы, потому что время у нас поджимает, да? Вы можете об этом познакомиться более подробно. И обратите внимание, опять, все социальные сети на сегодняшний день ресурсного центра в сфере национальных отношений содержат именно странички, и куда вы можете подписаться. Это во-первых. А во-вторых, это тоже мастер-класс. Вы должны быть представлены везде, везде во всем информационном пространстве. Лично лидер, актив и ваши официальные сети. Ну, наверное, в данном случае я закончу. Если будут вопросы, на круглом столе мы продолжим. Спасибо. Спасибо, Марина Борисовна. О реализации государственной национальной политики в Республике Саха-Якутия расскажет министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Витальевич Кириллин. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемая Евгения Абрамовна, гости, участники выездной деловой программы общероссийского проекта «Этник. Стратегия в практике». Я бы хотел всех вас поприветствовать от имени правительства нашей республики, от имени нашего министерства и рассказать немного о реализации стратегии госнацполитики в нашей республике. И, начнем мы со статистики. Евгения Абрамовна тоже с этого начала. Мы тоже от этого нового ничего не придумали, далеко не ушли. Поэтому я бы хотел рассказать вот о последних статистических данных, которые мы получили по результатам последней всероссийской переписи населения. Нас стало больше, я имею в виду национальностей, этнических групп, которые проживают на территории Республики Саха-Якутия. Если в 2010 году нас было 129, то сейчас нас уже 135. Не буду тут рассуждать на тему, хорошо или это плохо, но я считаю, что это хорошо. Наиболее крупными этническими сообществами у нас являются это саха или якуты, да? Русские, венки, вены, киргизы, украинцы, буряты, таджики и татары. Это те этнические группы, которые насчитывают более 5000 человек. В 70 населенных пунктах 21 района республики у нас проживает 42 тысячи представителей коренных малочисленных народов севера. Это венки, вены, чукчи, долганы и юкагиры. Стратегия госнацполитики Российской Федерации на период до 2005 года, конечно, является нашим основополагающим документом, можно сказать, Конституцией, которой мы руководствуемся в нашей повседневной работе. Она собой представляет систему целей, задач, принципов, основных направлений и механизмов как раз реализации той работы, которую мы ведем в сфере укрепления общероссийской гражданской идентичности, сохранения и развития межнационального мира и согласия. В республике у нас сформирована довольно обширная и необходимая нормативно-правовая база стратегических документов, налажена система взаимодействия и с федеральными органами власти, и с республиканскими органами власти, с органами местного самоуправления, и, конечно же, с институтами гражданского общества. Это одно из наших основных направлений, именно работа с неэкономическим сектором, с институтами гражданского общества. Основным механизмом, конечно, реализации стратегии госнацполитики у нас в республике является программный подход. Наше министерство является администратором, ответственным исполнителем двух государственных программ нашей республики, направленных на этнокультурное развитие. В первую очередь, это, конечно же, государственная программа укрепления общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Республики Саха-Якутия. И вторая
государственная программа, ответственной исполнителем которой мы являемся с 2022 года, это программа под названием «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия». Ну, помимо того, что эти программы отличаются, ну, есть, конечно, там и общие цели задачи, есть и специфические цели задачи, ну, они также отличаются и по источникам финансирования. Если госпрограмма по укреплению общероссийской гражданской идентичности у нас, благодаря ей мы получаем софинансирование из федерального бюджета. Кстати, мы за последние 3 года в рамках этой госпрограммы получили из федерального бюджета поддержку более чем 75 миллионов рублей, то программа по сохранению и развитию официальных и государственных языков полностью финансируется за счет республиканского бюджета. Но мы говорим пока, потому что она у нас на самом деле работает только 3-й год в республике. Кстати, по инициативе главы республики Арсения Сергеевича Николаева мы в прошлом году, если по программе было направлено 56,5 миллионов рублей, то в этом году уже объем финансирования госпрограммы и проектов в рамках госпрограммы достиг 100 миллионов рублей. Это полностью республиканский бюджет. Но, конечно же, у нас есть и желание дальше работать с федеральным центром, чтобы получать финансирование федерального бюджета. Ну и также есть и планы работы с нашими бизнес-сообществом, чтобы они поддерживали проекты, направленные на сохранение родных языков и своих ресурсов, то есть привлекать и внебюджетные источники. Если говорить дальше, вот то, что я сказал, 56,5 миллионов рублей в прошлом году по линии языковой программы, 37 проектов поддержали. Я не буду останавливаться, перечислять проекты. Мы вчера как раз на мероприятии, на проекте «Этнокампус» представили эти проекты. Вчера те проекты, которые были представлены в Доме дружбы народов вчера, практически все поддержаны как раз по линии этой госпрограммы. В этом году у нас в плане поддержка 48 проектов на общую сумму 100 миллионов рублей. Работа уже началась, и я думаю, что, как и в прошлом году, мы нашу госпрограмму по сохранению и развитию языков исполним на 100%. Кроме того, что мы в рамках госпрограммы финансируем проекты, направленные на развитие родных языков с целью сохранения многообразия языков народов Якутии, мы также в республике ведем работу по присуждению премий главы Республики Саха-Якутия за вклад и сохранение в развитие государственных и официальных языков. Это премии за вклад и сохранение развития юкагирского, эвенского, янкийского, чукотского, долганского языков, премии имени Кирилла и Мефодия за вклад в развитие славянской письменной культуры, премии имени Николая Георгиевича Самсонова за вклад в развитие изучения русского языка и премия Семена Андреевича Новгородова за многолетнюю плодотворную деятельность по пропаганде родных языков. Ежегодно вот в рамках той программы по укреплению общероссийской гражданской идентичности мы на конкурсной основе предоставляем национальным культурным объединениям, казачьим обществам, общественным организациям КМНС субсидии на реализацию их социально значимых проектов. За период с 2018 по 2022 год мы в рамках этой госпрограммы поддержали 275 проектов на общую сумму почти 120 миллионов рублей. В целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Республики Саха-Якутия, между регионами Российской Федерации, субъектами иностранных государств, развитие торгово-экономических, культурных, научно-технических, социальных и культурных связей. В республике у нас также учрежден почетный знак Республики Саха-Якутия за укрепление мира и дружбы народов. Также есть ведомственный памятный знак нашего министерства под названием «Дружба народов», который тоже мы выдающимся людям, которые внесли большой вклад в развитие госнацполитики, вручаем.
И с этого года также будет учрежден ведомственный знак за вклад в развитие и сохранение родных языков Республики Саха-Якутия. Для совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений в нашей республике созданы совещательные и консультативные органы при главе Республики Саха-Якутия. Ну, это прежде всего у нас Совет по вопросам госнацполитики, работает Совет отдельно по вопросам развития российского казачества в Якутии, работает постоянная комиссия по вопросам религиозных объединений. Конечно же, в системе взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере межнационального мира и согласия у нас ключевая роль принадлежит Дому дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, который выполняет многоплановую работу по созданию благоприятной среды для межкультурного диалога, активного вовлечения представителей всех национальностей в общественную, социально-экономическую, политическую жизнь нашей республики. При Доме дружбы народов у нас сегодня действует 30 творческих самодеятельных коллективов и клубных формирований, в том числе объединение коренных малочисленных народов Севера, их 14, национально-культурных объединений 8, народных и образцовых коллективов 8. Дом дружбы народов у нас выстраивает партнерские взаимоотношения с домами дружбы народов в других регионах Российской Федерации. Подписано большое количество соглашений о сотрудничестве с ними. Конечно же, в целях получения положительного опыта реализации госнацполитики в регионах, на местах. И, конечно же, ежегодно принимает активное участие в международных и всероссийских проектах. И сам тоже выступает инициатором больших таких межрегиональных этнокультурных мероприятий. Также, конечно же, в рамках реализации госнацполитики мы используем все форматы, доступные сейчас в современном обществе, в том числе и инновационные подходы, IT, используя и высокие технологии IT. В 2020 году у нас в республике было создано мобильное приложение для иностранных граждан под названием «Содружество». И в 2021 году этот проект у нас стал победителем в номинации за лучшие практики домов дружбы, домов национальных центров творчества, Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Этот проект у нас является таким образцовым, ну, можно сказать, уникальным проектом, не имеющим аналогов у нас в Российской Федерации, ну, на Дальнем Востоке тем более. Как раз в прошлом году на окружном совещании, когда докладывал, на Дальневосточном окружном совещании докладывал вот о таком успехе, что у нас наше мобильное приложение «Содружество» получило признание на общероссийском уровне, то, конечно же, коллеги с Дальнего Востока очень этим заинтересовались, и уже я тоже сейчас мониторим, уже внедряют такие же механизмы работы как раз с иностранными гражданами у себя в регионах. Одним из консолидирующих гражданских институтов в обеспечении сохранения и укрепления межнационального мира и согласия в республике является общественное движение «Ассамблея народов Республики Саха-Якутия», в состав которой сегодня входит 14 районных отделений. Ассамблея народов Якутии активно сотрудничает с Ассамблеей народов России, ее региональными отделениями и активно участвует в реализации всех проектов на федеральном и региональных уровнях. На территории республики в целом ведут общественную работу более 450 некоммерческих организаций, которые как раз ведут свою деятельность в сфере реализации госнацполитики, в том числе 70 национально-культурных объединений, 165 религиозных организаций, 223 кочевых родовых общин, 11 казачьих обществ, 3 общественных организации казаков и Якутский республиканский фонд содействия развитию казачества. Более 30 лет активную общественную работу ведет Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, объединяющая республиканские и районные ассоциации, общины, а также молодежный совет. Активную гражданскую позицию у нас сегодня проявляет Молодежная ассамблея народов
Якутия, которая объединяет всех молодых активистов в нашей республике. В 2021 году наша молодежная ассамблея получила статус регионального отделения общероссийского общественного движения «Молодежная ассамблея народов России. Мы россияне». И, конечно же, тоже Молодежная ассамблея народов является одним таких сегодня консолидирующих факторов именно вовлечения молодежи и подрастающего поколения как раз в процессы, связанные с реализацией госpoliтики, сохранением межнационального и межконфессионального мира и согласия и сохранения и развития родных языков. Хотел бы также отметить и достижения наших национально-культурных объединений. В 2020 году председатель общественной организации «Потомки государевых ямщиков» Антон Юрьевич Добрянцев стал лауреатом второй степени в номинации за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях и за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России Всероссийской национальной премии «Гордость нации». В 2021 году председатель Ассамблеи народов Якутии Александр Юрьевич Подголов занял первое место во всероссийском конкурсе среди лидеров некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере госнацполитики, а также Молодежная ассамблея народов Якутии стала победителем всероссийского проекта «Межнац Акселератор 2.0» с проектом «Межнациональный образовательный форум «Импульс». И в 2022 году тоже в рамках Всероссийской национальной премии наши лидеры национально-культурных объединений — это Андрей Васильевич Кривошапкин, президент Ассоциации КМНС Якутии, и Гульсум Акзамовна Бисимбаева, председатель Мирнинского отделения Ассамблеи народов Якутии, также стали лауреатами Всероссийской премии «Гордость нации». Целенаправленную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению духовно-нравственных и культурных традиций в нашей республике ведут казачье общество. Стало доброй традицией проведения ежегодного республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни и военно-полевых сборов. Члены казачьего общества участвуют в работе по обеспечению пожарной безопасности и охране общественного порядка, мероприятиях, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности. Одним из направлений государственной национальной политики является создание условий для удовлетворения интересов и потребностей людей, связанных с их религиозной принадлежностью. Я уже отметил, что у нас в республике зарегистрировано 165 религиозных организаций. Они представляют у нас 15 конфессий, в том числе из 165 религиозных организаций это 84 религиозные организации Русской Православной Церкви, 8 мусульманских религиозных организаций и 3 буддийских религиозных организаций. И, конечно же, у нас Якутская епархия, являющаяся одним из таких мощных религиозных организаций в нашей республике, которая насчитывает практически 4-вековую историю деятельности на территории нашей республики. Она занимает одну из ведущих ролей в сфере сохранения межконфессионального мира и согласия, которая проводит ежегодно различные мероприятия, среди которых я бы хотел отметить свято-иннокентьевские студенческие форумы, съезды православной молодежи. Ну и, конечно, проводится большая социальная работа с населением. Сегодня, когда Республика Саха-Якутия развивается, для развития Республики Саха-Якутия необходимы и трудовые ресурсы. Особое внимание мы уделяем, конечно же, вопросам социальной и культурной адаптации, интеграции иностранных граждан, мигрантов, пребывающих на территории нашей республики. Работа в данном направлении у нас ведется в рамках 2 госпрограмм. Первую госпрограмму я уже отмечал, это госпрограмма наша основная, укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Республики Саха-Якутия. И вторая госпрограмма, соисполнителем которой мы являемся, и в рамках которой также проводятся мероприятия по социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, это госпрограмма «Профилактика правонарушений в Республике Саха-Якутия». Для оперативного информирования иностранных граждан, которые находятся у нас в республике, у нас также
помимо того, что у нас создано мобильное приложение Содружества, также действует у нас единая справочная служба для иностранных граждан. На сегодня уже сотрудники службы обработали более 700 обращений иностранных граждан. Мы постоянно анализируем эти обращения и, конечно, их группируем. И в целом это нам дает понимание и картину, по каким направлениям именно в этом направлении мы должны работать, в том числе с привлечением и федеральных территориальных органов власти, которые находятся у нас на территории республики. Особое внимание, конечно же, мы уделяем обучению русскому языку детей иностранных граждан. Реализуется образовательный проект «Языковая подготовка и социокультурная адаптация иностранных граждан и их детей». Преподаватели Центра обучения русскому языку при филфаке Северо-Восточного федерального университета разработали для иностранных граждан целостный учебный курс. Обучение русскому языку, конечно, построено в совокупности с общекультурным компонентом, мотивированным знакомством с культурой и традициями нашей республики. Для оказания, в том числе юридической помощи и правового просвещения иностранных граждан нашей республики, у нас заключено соглашение с Ассоциацией юристов республики, в рамках которого мы и ведем эту деятельность. Особое внимание, конечно же, мы уделяем повышению квалификации руководителей, специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, которые ответственны за реализацию госнацполитики в регионах и на местах. Мы совместно с Высшей школой инновационного менеджмента на постоянной основе проводим курсы повышения квалификации по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений и противодействию экстремизму. Кроме того, внедрена практика проведения выездных зональных курсов и семинаров в улусах республики, куда в качестве экспертов-лекторов мы приглашаем ведущих экспертов и ученых вот именно в сфере реализации госнацполитики. Всего с 2018 года по 2022 год в таких мероприятиях свое повышение квалификации прошли более 400 руководителей и специалистов органов исполнительной власти республиканских, местного самоуправления, в сфере образования и культуры. Конечно же, на этом мы не останавливаемся. Мы понимаем, что нужно постоянно совершенствовать все методы, в том числе и, можно сказать, и которые мы уже работаем много лет, искать новые формы метода работы, учитывая, конечно же, традиции, и внедрять, наверное, более смело и инновационные подходы именно в сфере реализации госнацполитики. Я думаю, что именно в этом и заключается залог успешной работы, нашей общей работы во имя сохранения межнационального мира и согласия не только в нашей республике, но и в нашей стране. И свой доклад я бы хотел завершить словами нашего президента Владимира Владимировича Путина, который, мне кажется, так четко, чутко вот дал определение именно вот тому, какой страной является наша страна, какой многонациональной страной является наша страна и как мы должны подходить к этому. Да? Он сказал, все, что связано с национальной идентичностью, с традициями, сфера тонкая и очень чувствительная. И действовать здесь следует крайне деликатно и мудро. Наша задача сберечь согласие, которое достигнуто в обществе, в первую очередь обеспечив постоянное взаимодействие и конструктивный диалог власти и институтов гражданского общества. Уважаемые друзья, я бы хотел пожелать успешного проведения выездной деловой программы общероссийского проекта «Этник». Пройдут очень много интересных мероприятий. Пожелать вам всех творческих успехов. Ну и самое главное, мира, счастья и здоровья. Спасибо за внимание. И разрешите мне от имени правительства Республики Саха-Якутия вручить благодарственное письмо директору ресурсного центра в сфере национальных отношений Михалевой Евгении Абрамовне.
Большое спасибо, Гаврил Витальевич. Евгения Абрамовна, просим вас представить наших гостей, стажеров. Я увлеклась благодарственным письмом, поэтому немножечко отвлеклась от очень важной темы. Коллеги, я хочу сказать, что у нас сейчас очень такие важные, серьезные будут выступления от тех стажеров, которые приехали в Республику Саха-Якутия. Кстати, хочу поделиться очень важной тоже такой историей о том, что у нас в Иркутске, где проходили стажировку именно от дальневосточного стажера, Дальневосточного федерального округа. Например, из Мирного была, именно из города Мирный, была замечательная наша стажерка Елбакова Екатерина Яковлевна, которая активно приняла участие и очень высоко, и она оценила саму стажировку, и ее участие, что очень важно, тоже было высоко оценено. И поэтому Республика Саха-Якутия у нас активно приняла участие в стажировке для Дальневосточного федерального округа. А сейчас идет стажировка для Сибирского федерального округа. И, естественно, Сибирский федеральный округ приезжает в Дальневосточный обмениваться опытом. И я очень надеюсь, что действительно коллеги получат неоценимый опыт работы организаций Республики Саха-Якутия. Это очень важно. И я хотела бы сейчас для небольшого краткого представления предоставить слово нашим стажерам. И вы узнаете, что за люди приехали, о чем они думают и какие проекты они проводят. И первое, я хотела бы предоставить слово, пригласить к микрофону сотрудника администрации Баендаевского муниципального района Иркутской области, консультанта общественной организации Ихирит-Булгатская районная бурятская национально-культурная автономия Харгана Буинову Асю Валерьевну. Ася Валерьевна уже здесь. Спасибо. Здравствуйте всем, хорошего дня всем. Я сотрудник администрации муниципального Баендаевского района, и основная моя деятельность, да, это как я консультант общественной организации. Вообще, да, Иркутская область – это тоже многонациональный регион. У нас проживают также более 130 национальностей, тогда как, например, в Баендаевском районе у нас проживают в основном русские, буряты, белорусы и татары. Что хотелось бы сказать дальше? Я правильно держу? Или он меня не слушается? Сейчас мы разберемся. Что проверьте, он там сбоку включен, нет? Сбоку включить надо. Горит красным. Все хорошо. Сейчас мы с ним разберемся. Конечно. Какой-то добрый человек выключил его, это правда. Все, так, проверяем. Да. Ура! Все, прошу вас. Давайте. Так, ну, то, что многонациональный, я уже сказала. Ну, у себя в районе, конечно, мы проводим все национальные праздники, представлено Сурхарбан. И хотелось бы вот рассказать по нашей организации. Основная цель, задача наша – это развитие бурятского языка, образование национальное, не так, давайте, потому что я верчусь, да. Развитие сотрудничества и взаимопонимания с другими национальными объединениями, которые работают на территории Усть-Ордынского бурятского округа, Иркутской области, Российской Федерации. Вообще я на территории Баендаевского района курирую те некоммерческие организации, то есть я сопровождаю их, методическое сопровождение, информационное консультирование. В общем, это, знаете, от написания проекта до вот регистрации некоммерческой организации как юрлицо. У нас их на территории района 18 некоммерческих организаций и 14 территориальных общественных самоуправлений, и 3 из которых организации с этно-культурным направлением. Это общественная организация Бурятская национально-культурная организация, Общество белорусов Баендаевского района и Объединение шаманов. Это наша организация Харгана встречали на мероприятии, когда к нам приезжают делегации, мы, ну, знаете, наверное, по обычаям встречаем их на Барсе. Участвовала я в разных проектах, у меня проекты поддержаны и президентским фондом культурных инициатив, и губернское собрание общественности Иркутской области, и какие-то наши районные муниципальные конкурсы по поддержке некоммерческих организаций.
Это вот, например, да, электронная память Байндаевского района. Это архив весь истории Байндаевского района собран на площадке. Стрельба из бурятского лука, спорт наших предков, возрождение традиций. Вот он направлен на развитие. Проект «Аллея славы» в селе Байндай, сохранение исторической памяти и мои контакты. Все. Как же, я ж не закончила. Хотелось пожелать всем хорошего дня, плодотворной работы. Я от стажировки ожидаю узнать о лучших практиках, потому что Якутск, как представили, очень развито направление по сохранению своего языка. Мы этим похвастаться не можем в Иркутской области. Да. Хотелось бы перенять опыт по укреплению межнациональных каких-то аспектов, в общем, мероприятий. Спасибо. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо, не надо, оставляйте его там, пусть он живет там уже. Я думаю, нужен. Спасибо большое, Ася, за ваше представление. Кстати говоря, имейте в виду, коллеги, очень тяжело говорить на аудиторию. Вот, например, Ася, у нее вот на незнакомую аудиторию, кстати говоря, вот всегда важно поддержать человека. Мы же знаем, что некоторые выступают там через день. А вот у Аси одно из первых публичных выступлений, и мне кажется, что ее нужно поддержать, она очень волновалась. Знаете, как человек волновался и готовился? Конечно же, тяжело. Поэтому я надеюсь, что она наработает, в частности, от стажировки, прекрасный опыт выступления на подобных мероприятиях. Спасибо большое, Ася. И сейчас я хотела бы предоставить слово еще одному нашему стажеру, который тоже прошел жесткий отбор в рамках проекта и приехал к нам из Новосибирской области. Это, значит, начальник отдела культурных, извините, я прочитаю, я такие должности серьезные наизусть запомнить не могу. Начальнику отдела культурных и деловых связей, руководителю проектного бюро Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области, Новосибирский областной российско-немецкий дом, исполнительный директор Новосибирской региональной общественной организации Добровольческое молодежное объединение «Попутный ветер». Это у нас Дмитрий Викторович Габаткин. Дмитрий, прошу вас. Раз, два, три. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые жители такого прекрасного региона, в который мы приехали, и большое спасибо за это организаторам. Спасибо, что представили. Да, действительно, меня зовут Дмитрий Викторович Габаткин, и я расскажу про учреждение, в котором я работаю. Работаю я в государственном учреждении. Новосибирский областной российско-немецкий дом с 1989 года построен, создан, открыт. И основная миссия его – это сохранение и развитие культуры и истории российских немцев, куда входит в том числе языковое многообразие, традиции, культура, кухня, национальные костюмы. В общем, все у нас в этом доме. За больше 33 года российско-немецкий дом в Новосибирской области открыл порядка 30 центров немецкой культуры. То есть центры немецкой культуры располагаются либо в библиотеках, либо в домах культуры. И вообще в Новосибирской области 30 районов, но пока не все охвачены, но мы стараемся в перспективе охватить все районы. Для чего? Да для того, чтобы непосредственно в каждом районе находился представитель, находился специалист, который смог бы оказать любые услуги касаемо именно культурного и языкового многообразия. Сфера деятельности Российско-немецкого дома. Информационно-методический центр у нас один из самых больших музеев российских немцев. Собирали мы его руками, и жителями приносили то, что мог. И вот за 20 лет появился такой большой музей. Там же находится у нас библиотека с
всевозможными литературными произведениями. Также у нас есть профессиональные, не любительские, я сейчас скажу, а именно профессиональные творческие коллективы, то есть это артисты, которые параллельно выступают и в филармониях, и мы сделали с ними такую аккумуляцию и предложили им вступить в наши творческие коллективы, и получились именно профессиональные коллективы. Исполняют и танцуют на немецком языке, исполняют песни, танцуют, естественно, под немецкие композиции. У нас есть даже уникальный в России квартет аккордеонисток Эдельвейс. Они исполняют на аккордеоне прекрасные немецкие произведения. Есть собственная газета тиражом более 2000 экземпляров. Она выпускается раз в месяц, то есть получается у нас 12 экземпляров в год. Также мы ее рассылаем, и там есть полезная информация, мы и делимся. 2 года назад, в 2020 году, 3 года назад, я в том числе инициировал руководство учреждения такую интересную технологию, как создание в Российско-немецком доме формата проектного бюро. Зачем оно необходимо было? Такого колоссального бума, да, как грантовой поддержки 3 года назад не было возможно. Сейчас, посмотрите, да, какой сайт не открой, зайди, любую поддержку по любому направлению, тебе любой совершенно грант может оператор оказать. И здесь стоял вопрос, зачем писать грант ради гранта, если мы можем создать одну большую общую команду, которая будет решать достаточно глобальные вопросы. И на примере нашего дома мы создали проектное бюро, в которое вошли общественные организации, их порядка, на сегодняшний день 6. Также вошли партнерские организации, это коммерческие, в том числе организации, индивидуальные предприниматели и частные люди. Некоммерческие организации. И для чего мы создали это бюро? Это выдача единых социально значимых проектов. На сегодняшний день по итогу у нас 12 реализованных полноценных проектов, начиная от культурно-делового форума, который мы проводили уже 2 года. К нам приезжали и гости из Германии, на сегодняшний день обстановка, для нас все хорошо, мы взаимодействуем со всеми, отвечаем на любые вопросы. Кроме культурно-деловых форумов у нас проходят и фестивальные форматы, и вот коротенько я расскажу. В этом году мы получили статус международный в 2022-м. За счет приглашения Казахстана он принимал участие у нас впервые. Это Международный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая слобода». Формат очень интересный, мы разбиваем его на 2 части. Проводится он, конечно же, в парковой зоне. Разбиваем на 2 части. Первая часть – это концертная программа, вторая часть – это часть с мастер-классами, то есть ремесленная слобода мы ее называем. В фестивале принимают 200 участников, 1500 зрителей и 3D-тур немецкой слободы. Объясняю, нововведение у нас. Чтобы приобщить участников, так сказать, площадных фестивальных форматов, не просто там анонсом, да, приходите к нам там в субботу на площадь там Труда, допустим, да, и вы там узнаете, познакомитесь с культурой российских немцев. Но мы еще и придумали такой интересный сайт 3D-модели, мы его прорисовали, то есть это формат именно немецкой слободы. Для чего? Да для того, чтобы жители заранее пришли, посмотрели, что там будет происходить. Там же даже есть такие вещи, вы можете сейчас перейти, да, воспользоваться. И вот как выглядит этот сайт. То есть вы можете нажать на любую совершенно клавишу, зайти, например, к дом-кузнецу. Там у вас будет возможность задать ему вопрос, он вам предложит варианты ответов. Опять же, тем самым вы потренируете знания немецкого языка в том числе. Здесь же есть интерактивные площадки, фотографии и видео. Фестивалю уже 8 лет. Здесь вот мы вставляли видео, оно не получилось. Поэтому вот наши контакты. Спасибо большое.
Спасибо большое, Дмитрий. И, кстати, коллеги, вот я посмотрела сейчас на мероприятие, которое проходило вчера в доме Кулаковского, и вообще знаю очень много проектов, которые проходят в Республике Саха-Якутия. Я обращаю ваше внимание, уже явно есть возможности для взаимодействия, именно, может быть, и перенять, кстати, опыт у Российско-немецкого дома по организации виртуальных площадок, да, по возможностям тем или иным организации фестивальной деятельности. Тоже вариант. Есть богатый опыт у Республики Саха-Якутия, есть богатый опыт у вас. Прекрасная площадка для взаимодействия. Видите, сразу вырисовывается. Я, кстати, увидела, что очень многие люди сразу увлеклись и смотрели, потому что этот формат им интересен. Спасибо большое, Дмитрий. Но у нас... Да, похлопаем, да. Похлопаем? Вот. Спасибо большое. И я хочу обратить ваше внимание, что у нас есть абсолютно уникальный участник. Такие уникальные, правда, участники у нас появлялись уже на площадках. У нас уже на нескольких стажировках были люди, которые приехали почти на всех, за исключением одной. Были люди, которые приехали 1-2 человека. А на Дальнем Востоке это вообще очень серьезный момент, потому что это совершенно другие деньги. И это надо сколько, извините, в это желание и силы вложить, чтобы приехать просто за свой счет. Вот получилось так. Коллега не добрала там чуть-чуть, там вот не прошла на стажировку. И она созвонилась с нами и сказала: ну вот я подавала заявку, я не увидела себя вот в финальном списке из 2 человек, но я хочу приехать за свой счет. Вот это вот заинтересованность людей. Мне кажется, что очень важно вот у Юли научиться этой заинтересованности и желанию получать новый опыт, потому что она у нас участник стажировки, который сам присоединился к этому процессу. Это дорогого стоит. Да, это явно стоит аплодисментов, спасибо. И я предоставляю слово лидеру проектного направления автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию национальных культур «Межнациональный ресурсный центр», а также менеджеру отдела культурных и деловых связей Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области, Новосибирский областной российско-немецкий дом Соболевой Юлии Игоревне, которая сейчас тоже немножечко расскажет о своей деятельности. Прошу, Юля. Добрый день. Меня еще в нашей рабочей группе ласково прозвали стажер-волонтер. Мне это очень почему-то стало радостно и тепло. Итак, меня зовут Соболева Юлия. Я являюсь, как уже сказали, сотрудником Российско-немецкого дома, а также лидером автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию национальных культур «Межнациональный ресурсный центр». Ну, мы о нем сегодня подробно и поговорим. Потому что, как сказал уже Дмитрий, в Российско-немецком доме было несколько лет создано проектное бюро, и вот некоммерческая организация, конкретно в которой я являюсь общественным деятелем, лидером, мы вплотную сотрудничаем и реализуем несколько проектов. И нами было принято решение, что у нас есть несколько целевых групп, на которые мы делаем особенный акцент. В первую очередь сейчас ведется крупно и усиленная работа со школьниками среднего звена, младшего и старшего звена. Мы выбираем разнопрофильные мероприятия, такие как спектакли, квизы и фестивали. И были нами реализованы несколько проектов для школьников, которые имели культурно-просветительский характер. То есть мы пытались ребятам рассказать о нашей многонациональной области, в которой проживают более 180 национальностей. Это очень большая область. И показать ребятам, что у них в классе могут быть совершенно разные ребята, но у нас у всех есть праздники, просто они по-разному называются. Мы носим определенную одежду, она у всех имеет свое значение. И у нас родился вот такой первый сетевой проект для школьников «Моя многонациональная Сибирь». За основу мы взяли 14 школ Новосибирской области, разработали 10 стендов. Каждый стенд – это национальность из переписи, которая заселяет густо область. От 1 до 10 мы взяли. И на этих стендах была представлена культура, быт, костюм, еда. И так как это сжатые стенды, мы разработали QR-коды. Ребенок наводил на QR-код и переходил на нашу группу ВКонтакте, где уже очень подробно он читал информацию о национальности. Для чего это было сделано? Потому что через 2 недели, как только во всех школах мы разместили стенды, мы приехали в эти школы и провели квиз-игры,
для школьников. В каждой школе поучаствовало, ну, больше там от 70 до 80 учеников, то есть это команды по 6, по 7, по 8, 10 человек. И лучшие из этих команд вышли в финальную квиз-игру, которая прошла в Российско-немецком доме. Там встретилось 140 школьников, 10 человек от каждой школы. Их было 14, я напоминаю. И в конце у нас был большой этнофест. Он проходил в течение 3 часов. Все наши автономные организации, общины, диаспора, у нас развито это очень хорошо, приняли участие абсолютно вообще с большим откликом и представили свои концертные номера. Потом была кухня, костюм, то есть ребята максимально погрузились. Вот. И также одной из лучших наших практик, я считаю, межнациональную хореографическую лабораторию «Многонациональная Сибирь». Именно хореографы. 10 национальных хореографических коллективов Сибири приехали за город, и мы 3 дня с ними на лаборатории делились друг с другом опытом. Всего приняло 150 участников, и большой фишкой это был флешмоб «Хоровод дружбы». Все вместе, 150 участников, сделали этот хоровод, где каждая показывает свой этнокультурный элемент, и он перетекал в другой. Это был большой флешмоб, мы его записали на видео и транслировали очень хорошо в социальных сетях. Молодой человек, помогите. Я выключила? Нет, включен. Нет. О, все, вот, посмотрите, это наша дружная команда Да, хорошо, спасибо. Это вот наша дружная многонациональная семья на хореографической лаборатории. Здесь также у нас было видео. Это у нас был моя многонациональная Сибирь квиз. Он проходил в течение 4 часов. Также, так как формат квиза очень хорошо школьникам откликнулся, а область у нас большая, и у нас родился формат, который как раз-таки сегодня говорили, пандемия дала нам блага, это онлайн были квизы. 17 школ из Китимского района, это от Новосибирска 2 часа практически ехать. Мы абсолютно дистанционно организовали онлайн-игры в этих школах. Мы также высылали материалы в каждую школу, и учителя уже непосредственно внеурочную деятельность вели, и квиз-игру мы проводили на местах из нашего, грубо говоря, офиса, а ребята уже это делали у себя в школах. Буквально этой осенью был поддержан на региональном уровне проект «Спектакль сказки народов Сибири». Он был для среднего, младшего звена, 1-4 класс. Мы собрались в небольшую экспедицию, потому что в области проживают коренные народы Сибири. И 5 ранее нигде не показанных сказок, сказаний, легенд были преобразованы в одно представление 45-минутное, чтобы каждый школьник мог это высидеть, о добром, о вечном, о взаимопонимании и взаимопомощи, и отклики достаточно были позитивные. И вот такой спектакль у нас родился. И также была большая онлайн-квиз-игра «Новосибирск многонациональный», в которой у нас приняло 14 учебных заведений, более 500 участников. Вопросы, конечно же, были уже другие, но этот формат очень и очень откликается. Это вот просто слайды, как это все проходило. Вот конкретно здесь вот ведущий вот внизу сидит у нас, который вел. Мы вот группа, которая, знаете, там решала вопросы по Zoom и так далее. Вот ребята, собственно, кто в библиотеке, кто мог, это маленькие, у некоторых даже интернета не было, они подключали, раздавали, но вот такая заинтересованность. Вот спектакль «Сказки народов Сибири», и в эту субботу у нас был заключительный в сезоне показ, который вот ребята успели посетить в этом году. Большая многонациональная игра. Вот здесь как раз 140 школьников собрались на одной площадке и провели эту игру. Вот, спасибо за внимание. Спасибо, Юль, большое. Спасибо. Столько информации, необычайный поток. Коллеги, поэтому мне кажется, что действительно очень много полезного опыта, которым можно обменяться, тоже сейчас прозвучало. Поэтому используйте тоже такой шанс вовлекать наших участников, наших стажеров в свою деятельность. Большое спасибо, уважаемые стажеры. Я возвращаю микрофон Татьяне Николаевне, и она еще представит одного важного человека, да? Спасибо. Большое спасибо, очень интересно.
Деловая программа и стажировка «Этник» проходят в городе Якутске при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, автономного учреждения «Дом дружбы народов» имени Алексея Елисеевича Кулаковского, музейного комплекса «Россия. Моя история», Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Агентства по развитию туризма и территориального маркетинга Якутии, Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также организаций-партнеров. Разрешите мне предоставить слово для приветствия генеральному директору автономного учреждения Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского Антониде Николаевне Корякиной. Да, у нас все вовремя включается. Добрый день, дорогие наши гости, эксперты, уважаемая Евгения Абрамовна, человек, который поддерживает наши все проекты. В Якутии вы у нас уже 4-й раз, да? Вот. И мы очень надеемся, что будет еще возможность прилететь к нам еще раз летом. Вас тоже всех приглашаем, потому что в Якутию приехать и не влюбиться невозможно. Сейчас самая такая пора, довольно-таки сложная, но мы все знаем, что живем на Дальнем Востоке, и климатические условия довольно-таки сложные. Наш Дом дружбы народов работает уже 11-й год по статусу как Дом дружбы народов, и мы работаем очень плодотворчески. Под наши своды Дома дружбы народов собрано, вот Гаврил Витальевич говорил, 38 НКО, 28 больших любительских народных коллектива по разным жанрам и по разным направлениям. Ну и, конечно же, Дом дружбы народов у нас это большая такая площадка всех патриотических сил нашей республики. Это в наших стенах проводятся не только концерты, там патриотические акции, ну и, конечно же, очень много у нас тематической направленности, круглых столов, интересных бесед и так далее. Ну и, конечно, то, что вот наш Дом дружбы народов – это такой большой, хороший корабль многонациональный, и у корабля у нас есть большая команда моих единомышленников, ребят, молодых. В первую очередь это наш ресурсный центр. Вы уже с руководителем уже познакомились, вот Катюша Кальмана, ага. Вот. Катерина Евгеньевна, ресурсный центр наш. Вот, там работают тоже очень молодые, очень такие ребята творческие, которые помогают многим нашим соискателям по грантовой поддержке. Вот, часто обмениваются опытом работы с Евгенией Абрамовной и ее командой, и таким образом участие Якутии во многих проектах как бы очень, так скажем, так и должно было бы быть. Да? Вместе с тем в этом плане у нас есть, так скажем, небольшие проблемы, над которыми мы будем работать. И, конечно же, послушав вас сегодня и завтра, мы у вас что-то возьмем интересное, опытное, опыт, свою копилку. И наш Дом дружбы народов на сегодня имеет 16 соглашений с домами дружбы народов России. Мы довольно-таки активно сотрудничаем со многими вот нашими, с Татарстаном, с Удмуртией, с Самарой, ну и другими домами дружбы народов. Вот представители Новосибирска-то рассказали, но мы как-то пошли, наверное, довольно-таки узко. У нас есть соглашение, и мы были раза два у Заволокина. Вот Дом дружбы Заволокина, где Александр, да?
Вот. Ну, очень интересные формы. Вот. Омский дом дружбы народов, нас тоже очень, мы с ними крепки, Челябинский и так далее. Так что мы воочию знаем друг друга, но на Дальнем Востоке у нас как таковых домов дружбы народа у нас нет. Это очень... Но вы знаете, что есть указ президента, я думаю, со временем это все подтянется. Хотелось бы, чтобы в Хабаровске был. Хабаровский, он тоже узкий очень именно по развитию русской культуры. Вот. Хотя в Хабаровске проживает очень много представителей и КМНС, и других народов, да. Но в Хабаровске очень большая, так скажем, область, и очень интересные работы проводит Ассамблея народов России и корейская община, там очень сильно развита, да. У нас, вот как вы слышали, в Якутии живет 135 народов и этносов, и где-то порядка около 200 тысяч человек, которые еще пока не определились, к кому они относятся, да. Вот. Я думаю, хорошо, что в эту перепись вот не вошли там типа, вот как в той переписи было, что кто-то хотел быть там, так скажем, инопланетянин и так далее. Такого, слава Богу, нет. И я думаю, что сейчас каждый человек имеет у себя, так скажем, в сердце и в душе, к кому же он относится. Дорогие друзья, наш Дом дружбы народов открыт. Мы в год проводим более 200 интересных проектов. Посещает наш Дом дружбы народов ежедневно не менее 1000, а то и больше человек. Сейчас, в данный момент, у нас идет очень интересный конкурс «Во славу Отчизны», детский, вот, где патриотические наши клубы принимают участие. Вот, и я вас всех приглашаю именно в эти дни посетить, быть вместе с нами, и завтра у нас будет возможность показать воочию, чем мы живем. И Евгения Абрановна и Ася, вы вчера были у нас на проекте «Этнокампус». Вот, очень интересный проект. Он у нас идет продолжение сегодня. Мы там открываем ряд выставок, встреч, и выезды у нас у ребят будут, так что будет довольно-таки интересно. Вот. Всех ждем, и все готовы с вами сотрудничать. Спасибо. Спасибо большое, Антонина Николаевна. Слово для приветствия предоставляется заместителю проректора Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Саргалане Иосифовне Нестеревой. Добрый день, Татьяна Николаевна, Евгения Абрамовна, уважаемые гости. Спасибо нашим партнерам, друзьям, Антонине Николаевне за то, что пригласили нас на такую прекрасную программу. Я посмотрела, изучила. Мы завтра еще ждем вас. Это я говорю от руководства имени Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Завтра у нас тоже большая программа. Мы будем уже близко знакомиться с вашими новыми экспертами. И хотелось бы сказать, что наш многонациональный университет, а у нас обучается 708 иностранных студентов из 43 стран, обязательно примут участие. Из приглашенных студентов будут иностранные студенты-активисты. И, конечно же, мы пригласили еще студентов вузов наших, да, нашего региона, вернее. И хочу сказать, что наша вот такая вот партнерская работа принесет нам большие успехи и плодотворную работу. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые участники, через 20 минут наша программа продолжится на 2 круглых столах, в 2 залах. На первом мы поговорим о межсекторном взаимодействии в рамках реализации стратегии государственной и национальной политики. Экспертом выступит Михалева Евгения Абрамовна. Здесь? Да, совершенно верно, здесь, на этой площадке. На втором, в конференц-зале, обсудим практику применения прикладных механизмов реализации стратегии государственной и национальной политики. Эксперт на площадке
площадке Марина Борисовна Нургалиева. По итогам работы площадок мы снова встретимся с вами в этом зале и подведем итоги. А сейчас приглашаем на общее фотографирование. Так, и перерыв на 20 минут. Одну секундочку, коллеги, пока мы не прервались, я просто хочу сопоставить наши часы. Вы же знаете, что нас еще и в прямом эфире смотрят очень много регионов. Они очень заинтересованы узнать о том, о чем мы говорим, и перенять опыт тоже. Так что у нас есть еще и трансляция нашего мероприятия, поэтому люди будут нас ждать, поэтому важно понимать и время. Сейчас это, конечно, люди из разных регионов, поэтому наше мероприятие является не чисто федерального округа, вот одного или двух. Это мероприятие практически всероссийский масштаб имеет. И я хочу обратить ваше внимание, сейчас 12:01, значит, мы в 12:20 обязательно уже встречаемся здесь, и у нас будет очень немного времени, у нас будет только час на то мероприятие, которое на круглый стол, там час 05, и мы потом встретимся и обсудим результаты здесь, в этом зале. Поэтому очень-очень прошу быть пунктуальными, и не забывайте, что еще для самого активного участника мы обязательно такую маленькую плюшечку припасли, да? Идем фотографируемся, где? Давайте мы уже, да, пойдем не здесь, здесь или внизу мы все-таки фотографируем? Очень плохо видно будет. Да, давайте мы, коллеги, спустимся на первый этаж, сделаем фотографию, попьем кофе и вернемся обратно. Спасибо.